Еще раз, сейчас повторим. Ассаламу алейкум. Шалом алейкум, друзья. Витаю вас, приветствую. Hello. У меня все люди всех национальностей и всех континентов, поэтому всех я вас приветствую. На всех и Guten Abend на немецком обязательно, на моей родной Германии. Я вас всех приветствую на моем родном, практически родном немецком языке, друзья. Сегодня у нас очередной стрим, 11 сентября 2025 года, 18 часов 1 минута по Берлину, 19 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний стрим называется «Россия атакует НАТО в годовщину 9 сентября 11 сентября 2001 года. И Германия готовится к войне. Это будет вторая тема, которую я хотел бы тоже обсудить. Либо фашистская Россия. Пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим, так как это для вас небезопасно. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь. Наш канал запрещен на территории фашистской России. ТикТок вроде бы нет, а вот YouTube канал, он запрещен. И так далее. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны и помогайте нам распространять правду. Пусть больше людей узнает правду. В начале своего стрима, друзья, я бы хотел рассказать немного о том, что произошло 11 сентября 2021 года. Давайте вам краткий обзор сделаю. 24 года назад, 11 сентября 2001 года, стало одним из самых трагических событий в современной истории США, когда террористическая организация Аль-Каида под руководством Усама бен Ладена организовала серию скоординированных атак на США. Хотя события затронули несколько целей, основным ударом стал террор в Нью-Йорке, где пострадали Всемирный торговый центр, башни-близнецы и окружающая инфраструктура. Вот подробный обзор. Утром 11 сентября 4 коммерческих пассажирских рейса самолета были угнаны террористами. Американские авиалинии рейс 11 из Бостона в Лос-Анджелес и United Airlines рейс 175 также из Бостона были направлены на Нью-Йорк. В 8:46 утра рейс 11 врезался в северную башню Всемирного торгового центра «Северная башня» между 93-м и 99-м этажами. Самолет, летевший на полной скорости около 750 км в час, вызвал огромный пожар и разрушение конструкции. Второй удар в 9:30. Рейс 175 врезался в южную башню между 77 и 85 этажами. Это было видно в прямом эфире по телевидению, что шокировало мир. Оба удара привели к мгновенным пожарам, подпитываемым топливом из самолета, керосином, температура которых достигала 1000 градусов по Цельсию, ослабляя стальные конструкции зданий. Последствия для башен. Южная башня обрушилась первой в 9:59, то есть чуть больше, чем через час. Всего через 56 минут после удара. Меньше получается, если 8:46. Но не знаю, как. Это южная башня. Первая обрушилась, то есть вторая башня обрушилась, южная, в которую второй самолет 903, который врезался. Обвал произошел снизу вверх, создав облако пыли и обломков, которое накрыло Манхэттен. Северная башня устояла дольше, но рухнула в 10:28 спустя 1 час 42 минуты после удара.
Обрушения были вызваны комбинацией пожара, повреждения от удара и потери несущей способности. Здания были спроектированы на случай отдельных пожаров, но не на такие масштабные катастрофы. Другие аспекты в Нью-Йорке. Атаки привели к эвакуации тысячи людей из башен и окрестностей. Пожарные, полицейские и спасатели бросились на помощь. Погибли 343 пожарных и 72 офицера полиции. Облако пыли распространилось на километры, вызвав проблемы со здоровьем у выживших. Экономический ущерб, разрушение финансового центра, остановка биржи, потери в миллиарды долларов. Общие последствия, жертвы. В Нью-Йорке погибло около 2753 человек из общего числа 2970 по всем атакам 9/11, то есть 9 сентября. Многие жертвы – офисные работники, пассажиры самолетов и спасатели. Около 6000 человек получили тяжелейшие травмы. Атаки привели к войне с террором. Вторжение США в Афганистан в 2001 году и Ирак в 2003 году. Созданию ТСА, Службы безопасности аэропортов, антитеррористическим законом Patriot Act, символические 9/11 и изменила мировую политику, усилила исламофобию и перестроила архитектуру. Новые башни ВТС с повышенной безопасностью. Комиссия 9/11 в 2004 году подтвердила роль Аль-Каиды. Осведомленность об угрозах ЦРУ и ФБР имели данные, но не координировали. Нет доказательств внутреннего заговора. Теории заговора опровергнуты Национальным институтом стандартов и технологий. Это событие навсегда изменило подход к безопасности, но оставило глубокий след в коллективной памяти как символ уязвимости перед терроризмом. Вот такая вот трагедия произошла. Я выражаю искренние соболезнования всем родственникам погибших. Даже через 24 года боль от утраты близкого родного человека, она невосполнима. Выражаю свои искренние соболезнования. И я надеюсь, все, кто пострадал, выздоровели. Вот такая вот произошла ситуация. И именно к 24-й годовщине атаки на башни американцев в Америке, в Нью-Йорке, произошла атака на НАТО в Польше. Очередная атака. Произошел удар дронами. И российская пропаганда сейчас пытается представить, что как бы ничего особенного не произошло, что они ни при чем, и что якобы кто-то пытается высмеивать оборону НАТО, что она слабая и так далее. Ничего подобного, друзья. Оборона НАТО очень мощная, все здесь отлично. Германия лично сегодня у нас идут подготовки. Сегодня, например, были учения по предупреждению, сигналы поступают на телефоны, украинцам это знакомо, вот нам тоже это все поступает. Вот такие вот события, друзья, вот такие вот события. И как Германия готовится к войне, сразу вам хотел бы сообщить, как Германия готовится к войне в связи с российской агрессией. С 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Германия, как ключевой член НАТО и ЕС, радикально пересмотрела свою оборонную политику. Долгое время страна придерживалась доктрины сдержанности, избегая милитаризации из-за исторической травмы Второй мировой войны. Однако российская агрессия, аннексия Крыма в 2014 и война в Украине, полномасштабная война, вынудила Берлин перейти к активным приготовлениям. Цель – сделать армию Бундесвер готовой к войне. К
К 2029 году, когда по оценкам разведки Россия может быть готова к удару по НАТО. Вот подробный обзор текущих мер на основе данных на 2024-2025 годы. В феврале 2022 года канцлер Олаф Шольц объявил об историческом повороте в политике. Германия отказалась от пацифизма, признав Россию угрозой. Это привело к специальному фонду на 100 миллиардов евро для модернизации армии. Первый такой шаг с 1950-х годов. Немецкая разведка БНД и МАД предупреждает о возможной российской атаке на страны Балтии или Польшу в 29-30 годах. Министр обороны Борис Писториус заявил: мы должны быть готовы к войне, чтобы ее избежать. Фокус на сдерживание, не на агрессии. Российская пропаганда обвиняет Германию в подготовке к войне против России, но это отвергается как дезинформация, которая по факту является дезинформацией российских спецслужб. Бюджет обороны вырос на 2%, до 2% ВВП, около 80 миллиардов евро в 2024 году, планируется плюс 100 миллиардов в 2025 году. В 2025 году дополнительные 3 миллиарда на боеприпасы. 35 миллиардов евро на F-35, американские истребители, танки Леопард-2, ПВО Патриот, Ирис-Т. В 2024 году закупили 6 подводных лодок, дроны и киберзащиту. Целью восстановить запасы после поставок Украине. Германия передала более 100 танков, ХИМАРС и так далее. Переход от призыва приостановлен в 2011 году к добровольной службе. План набрать 203 тысячи солдат к 2031 году. Сейчас 180 тысяч. Компания «Германия защищает» привлекает молодежь, предлагая бонусы и обучение. Увеличение времени на подготовку, симуляция войн с Россией, включая ядерный сценарий. В 2024 году ввели обязательные курсы для гражданской обороны, эвакуация. Рейнметалл и другие фирмы наращивают производство, снаряды, бронетехнику. В 2025 новые заводы для боеприпасов. Увеличение присутствия США в Германии, 35 тысяч войск. Строительство складов для техники на случай эскалации. Создание сайбер-команд для защиты от российских хакеров, как атаки на Бундестаг в 2015 году. Борьба с дезинформацией, закон о СМИ усилил контроль за российскими нарративами, например, от Сары Вагенкнехт. Германия лидирует в поставках Украине, 18 миллиардов евро помощи, участвует в учениях НАТО в 2024 году, крупнейшей с холодной войны, Steadfast Defender. План на 2025 год — совместные маневры с Польшей и Балтией. Бундесвер страдает от нехватки оборудования, только 30% техники готово. Коррупция, устаревшие вертолеты, общество разделено, опросы показывают, 60% поддерживают подготовку, но левые, Делинг, обвиняют в милитаризме. Немецкая конституция, Grundgesetz, запрещает войну агрессии, но подготовка к обороне разрешена. В 2024 журнал «Компакт» подал иск против Писториуса за подготовку агрессии, но отвергнуто как абсурд. С текущей датой, 11 сентября 2025 года, подготовка ускоряется. Новый бюджет включает 500 миллиардов евро на 10 лет. Писториус предупреждает о российской угрозе номер 1, однако фокус на предотвращение войны, а не на провокации. Германия готовится не к нападению, а к обороне Альянса, видя в России источник нестабильности. Это часть европейского тренда. От Финляндии до Польши. Все усиливают НАТО. Вот такая вот интересная вещь получается, друзья.
ФСБшники взорвали свои дома, потом башни-близнецы. Да, я думаю так. Я думаю так. Я думаю, я уверен, что без России там не обошлось. Так, шалом, слава Украине, героям слава, Сергей Толочко, приветствую, витаю, Сергей. У нас снова атаки, я смотрю, на канал, очень мало зрителей, но вы все мне дороги, друзья, сколько бы нас не было, неважно, важно, что мы есть, мы думаем одинаково, это очень важно. Наш канал запрещен, как я сказал, на территории России. Просмотры на России, видимо, они по-всякому блокируют его. Упали, очень сильно упали. Но ничего страшного. Мы знаем, что мы делаем правильное дело и делаем его как положено. Да. Что думаешь про убийство Чарли Кирка? Я считаю, что это террористический акт убийства политического деятеля. Это вероломство, это акт терроризма. Но, знаете, я считаю, что Америка – страна, у которой очень много на руках оружия, которая живая такая, живой организм. И в Трампа стреляли, в президента, как мы помним, только чудо его спасло. Вот, к сожалению, Чарли Кирк был убит. Вообще молодой парень, как выяснилось, 93-го года рождения. Очень подающий надежды, добропорядочный семьянин, христианин, проповедовал традиционные христианские ценности. И, по всей видимости, человек, да, у него были такие некоторые спорные высказывания, как я вот смотрел. Я не знал до его гибели об этом человеке, но вот посмотрел, он там и про чернокожих там что-то высказывает, против мусульман там некоторые вещи высказывал. Но при всем при этом нужно понимать, что человек был молодой христианин, который отстаивал свои ценности, за что его можно уважать. Жаль, очень жаль, искренние соболезнования родным и близким погибшего. У них разрешено оружие, зря это сделали походу. Нет, я считаю, что оружие должно быть разрешено обязательно. Если общество свободное, то у общества должно быть оружие. Я так считаю. Потому что, знаете, власть, как говорила, по-моему, Старовойтова, Галина Старовойтова, политики – это как, извиняюсь, подгузники, которые время от времени нужно менять. И, знаете, мы дошли до демократии, человечество дошло до демократии не для того, чтобы какие-то там узурпаторы захватывали власть, потом из поколения в поколение передавали эту власть своим детям, своим людям там, и так далее. И фактически использовали народ, который их избрал. Поэтому я считаю, что народ имеет право на восстание, на убийство, вот такое вероломное убийство. Я думаю, это акт терроризма, на самом деле, убийство политического деятеля. Но очень некрасивые кадры были, отвратительные просто кадры. Но я считаю, что у людей здоровых психически, ни алкоголиков, ни наркоманов, должно быть право иметь оружие дома, хранить это оружие. И чтобы власть, она сама уходила. И я думаю, в Америке не пройдут вот эти сценарии с таким обществом. Вообще, что такое демократия? Это же не власть, которая наверху. Демократия – это мышление общества, сознание общества,
И это уровень, до которого должно это общество дойти, развиться в таком формате. И м, поэтому я считаю, что оружие с очень жестким контролем, с очень жестким учетом, оно должно быть. Я сторонник того, чтобы оно было. А также я сторонник отмены смертной казни. Понимаете? Смертная казнь. Я не сторонник, чтобы была смертная казнь. Это уважение друг к другу. Да, в том числе и уважение, Иркина, в том числе и каждый, знаете, ведь вот я смотрел один ролик интересный, да, Америка, мы говорим, там, права человека, там, демократия, там, и так далее, и так далее. Но там тоже же есть, и коррупция есть, ну, всякое есть, как и в Германии это есть. И вот я смотрел один ролик, и там мужчина, он блогер, тиктоковец, он находит дома, где не пострижены газоны у людей. И чаще всего это бывают бабушки какие-нибудь, бедные люди, там, ну, такие, которые не могут себе позволить вот, газонокосилку или нанять человека, который покосит их газон, поправит, там, почистит и так далее. Но в основном очень слабо, малоимущие и слабо защищенные люди. И вот он находит бабушку какую-то, заходит, стучится к ней и говорит: можно я вам газон подстригу, все вам здесь порядок наведу, там, и так далее, и так далее. Абсолютно бесплатно он это делает. Просто свои услуги он показывает, рекламу себе делает и так далее, и так далее. И бабушка, да, конечно, и разрешила, и он убирает этот газон, ну, стрижет его. Машину, все оборудование свое достал, все там делает. И к нему подъезжает полицейский. И он говорит: я в шоке, говорит, что в их городке есть какая-то фирма, связанная с городом, с администрацией, то есть с властью, и они не позволяют другим это делать. И его арестовывают. Представьте себе. Его задерживают, ну не арестовывают, задерживают, забирают. И говорят: все, больше не появляйся. Это как это так? Это же самая настоящая коррупция. Он говорит: я, несмотря на это, даже если меня не посадят, я все равно пойду и доделаю эту работу. На второй день он возвращается, доделывает, опять к нему полицейский подходит, опять он с ними спорит, но он завершил свою работу. Для меня это было, ну, такое, скажем так, удивление. Как это так? Как это так? Получается, бабушка, у которой нет возможности подстричь свой газон, если кто-то ей бесплатно предлагает это сделать, нельзя. Вот такие вот вещи происходят. Поэтому а, должно быть уважение, должны быть закон, и люди должны защищать не только жизнь свою, но и честь. Защита чести и жизни и здоровья должно быть. Не только жизни и здоровья, но и чести. Для нормальных обществ честь это имеет большое значение. Это должно быть защищено законом. Как-то так, друзья. Сейчас давайте посмотрю здесь в ТикТоке. Я смотрю, так много заходят людей. Друзья, и если вам не сложно, раскидайте ссылку на наш стрим и в ТикТок, и в YouTube, в WhatsApp, и своим знакомым. Просто сделайте небольшое усилие. И спасибо всем за лайки, друзья, кто ставит лайки. Не забывайте. Это важно, это раскручивает стрим, привлекает внимание. Маш Уоль, ночи делиса, Маш Уоль, Маш. Так, спасибо, Баркал, Ребел, Баркал. А что с канала все меньше и меньше смотрят стрим. Да, мы запрещены, нас засунули в серый, черный бан и всячески душат правду, друзья, душат, пытаются душить. Пытаются душить, но это не важно, что они пытаются делать. Важно, что мы не остановимся на своем пути. И мы будем продолжать вести борьбу
Закроют они YouTube, закроют, ну, как YouTube себя ведет по отношению ко мне, это тоже очень своя отдельная тема. Обратите внимание, российские пропагандисты с миллионными подписчиками, у них все нормально. Баркал зелем, да, а, у них миллионные там подписчики. Их на территории России не запрещают, а нас запрещают. Вот делайте выводы, господа. YouTube блокирует, монетизации нет. Вы рекламу же не видите у меня на канале. Но YouTube мне запретил рекламу. Там из-за нарушений, из-за жалоб и так далее, и так далее. Ну вот пособничество это я называю. Пособничество Ютуба. А что получилось? Сам YouTube теперь давится. А посмотрите, вот эти все российские пропагандисты на Ютубе спокойно можно найти. И Соловьева можно посмотреть, и уже они перезаливают там это все делать, но они же могли бы отслеживать это все. Не отслеживают. Соловьева, там, кто там, Симоняны, кто там, ну, полно, вот эта вся а, бандитская вот эта свора спокойно сидит. Пособничество или в сговоре. Ну, в принципе, это одно и то же фактически. У них есть свои какие-то условия, им жестко выставляют, например, такие условия, и они этот канал душат. Плюс еще они играют на их правилах, на их законах внутренних. И, например, массово поступают жалобы где-то. Что-то там неправильно сказал, что-то неправильно сделал. Сразу массовые жалобы, все, YouTube там начинает возмущаться. Нету демократии в Ютубе. Ну да, фактически нет. Фактически демократии, свободы слова и свободы выражения YouTube. Хотя, конечно же, мы очень много сделали при помощи YouTube, и полностью гасить мы не можем YouTube, но очень странно, конечно, что YouTube не помогает нам. Самое интересное было, когда, помните, связано с этим Баркал, Ребеля, Баркал. Помните, когда Браудли, есть такой американец, который добился закона Магнитского после того, как у него русские там несколько сот миллионов долларов отжали. Инвестор, там известный такой человек, Уильям Браудли, по-моему, его так зовут. И его канал, его YouTube канал, по-моему, был внесен в список запрещенных, которые Украина передала ФБР. Понимаете? И YouTube, уже ФБР воздействовал на YouTube и говорил, грозил им пальцем и так далее. И когда Уильям Браудли начал этим разбираться, выявил это все, раскопал это все, сказал, что меня незаконно внесли. Представьте, ФСБ передает Украине, Украина передает ФБР, а ФБР уже там воздействует на YouTube, на своей территории. И вот тогда вот канал приблизительно вот в таком состоянии находился. Вот сейчас нас смотрит 20 человек, 21 человек. И вот у нас тогда была такая же ситуация, просто уже канал давили, и сейчас я вижу, все сильнее и сильнее давят. И вот когда Браудли добился того, чтобы его сняли из этого бана, из этих санкций, и тогда мой канал тоже ожил. И я понял, ага, значит, в Украине есть силы, которые не хотят, чтобы мы говорили. Ну, это и видно, на самом деле. Александр Кактус Машвой. Так, вот смотрите, мне тут пишут, Аяд Дигов поделился трансляцией, Аяд Машвой. И попросите остальных сделать то же самое. Друзья, вы же можете, вот Кактус репостнул, вы же можете это сделать, друзья. И YouTube, если вы не будете помогать нам бороться с тем силами, которые против нас, да, объединились, то меньше людей будет знать, зло победит, и меньше людей будет знать правду. Понимаете? Спасибо, Грингори. Да? Спасибо большое. Может, чеченцам не нужна свобода, может, всем нравится жить под сапогом, говорит Ру. Ру, ну ты говоришь как Ру,
понимаешь? Ты со своей русской логикой рассуждаешь, и что она нам не нужна. Нет, если бы нам нужно было находиться под сапогом, мы бы, наверное, из поколения в поколение не боролись бы за свои права, не сражались бы, понимаешь? Из поколения в поколение, 3 века, понимаешь? Уже многие успокоились, кто боролся, а мы продолжаем. Вот как сейчас Украина борется, и мы боремся. Поэтому, конечно, нам нужна. Но после того, как мы пережили геноцид, и после того, как нас не оставили, просто, да, вот уничтожили 30%, 25%, более 250 тысяч, более 225%, и нас, если бы оставили в покое, мы бы, может быть, опять начали бы выражать свои права. Но против нас применяются самые подлые, самые сучьи, просто вот на зоне это называется именно так, применяются методы, которые только можно применять против людей. Это в отношении родственников, понимаете? В отношении родственников применяется. Вот я, например, начал открыто говорить то, что я думаю, и говорить правду людям, только правду. Никогда не лгал вам, никогда. Говорил только вот то, что видел, знаю прямо. И никого не призывал там, ни к войне не призывал, ни убивать там и так далее. Никого. Исключительно мирным способом говорю правду. Все мои родственники зашуганы, запуганы, некоторых запугали, купили, настроили против меня, кого-то пытали до утра, там, 3 суток током, чтобы там возбуждали уголовные дела. Короче говоря, огромное количество работы ведется против вот одного человека, который просто решил говорить правду, отстаивать права своего народа. Это только один пример. Только это касается всех, кто занимается какой-то работой. После геноцида, после уничтожения, оказаться в руках заложников, вот этих террористов, в качестве заложника оказаться в руках. И вот это, представьте, это 44-45 год, нацисты побеждают, в концлагерях как сидели евреи, их дальше гнобить продолжают, убивать там, пытать там, что угодно с ними делать. И, конечно, чеченцы будут молчать. Но это не значит, что мы смирились или и так далее. Кто-то смирился, кто-то реально перешел, искренне перешел на сторону фашистской России. Уже ему отступать некуда. Он уже повязал себя кровью своего народа. Ну, такая вот ситуация. Кто-то за деньги продался, всякое бывает. Ну, видишь, а русские, например, ваши, да, соплеменники, они вообще ничего не делают. Их взрывают, спящих женщин, детей в своих домах. Русских вот сейчас на День независимости Украины в Центральном детском магазине Алексей Титов, герой ФСБ, пытался детей взорвать. Вообще никто не вякает, понимаешь? Никто не обсуждает эту тему даже. Все почистили, забрали. Вот эти все блогеры даже на Западе, которые все молчат, понимаешь? Поэтому перед тем, как что-то сказать на кого-то, нужно подумать, а как же у меня самого там бревно в глазу? Почему Европа и Америка закрыла глаза на Грузию в 2008 году? Как ни в чем не бывало, сотрудничали дальше с Россией? Это большой вопрос, интересный вопрос. Я не знаю. Не знаю я почему. Реал-политика это называется. А почему сейчас Украину оставили одну? Ну, не оставили, конечно, одну, но все равно. Почему? Почему было так много громких слов, так много духоподъемных слов? А потом сказали, ну,
Извините, нас это не касается. Почему? Я не знаю. Вроде, Молонятка, приветствую тебя. Вроде с приходом Трампа цензуры стало намного меньше в YouTube. Попробуйте какие-то апелляции подавать. Может, что-то исправят, может, монетизацию включат. Надо попробовать. Да писал я уже 150 раз им писал. Там бесполезно им писать. Валейк салам, странник. Унбара. Ну, чего и Унбара. Так, Савелий к нам зашел. Ру, ну ты пропагандой российской тут занимаешься. Ты же знаешь, у нас это не приветствуется. И если нас блокируют на России, то мы блокируем у себя тут всю эту русскую пропаганду. Понимаешь? Так-то Европа покупает энергоресурсы, газ. Да, да. Все делают свои дела. Все делают свои дела. Все обустраиваются. Так. Смотрите, Deutsche Welle на русском. Я ничего не придумаю, читаю как есть. Видео с НЛО показали в Конгрессе США, то есть неопознанно летающий объект. Утверждается, что объект выдержал удар ракеты. В видеоролике, продемонстрированном конгрессменом-республиканцем Эриком Берлинсоном, можно различить неопознанный объект, быстро летящий над поверхностью моря. Затем в него попадает другой объект. По словам Берлисона, это ракета Hellfire, выпущенная американским дроном Rapier. Предполагаемая ракета отскакивает от НЛО, который продолжает полет по той же траектории. Утверждается, что видео снято 30 октября 2024 года у берегов Йемена беспилотником Rapier. Берлисон на слушании в Конгрессе 9 сентября заявил, что не собирается строить предположение, какой объект был запечатлен на видео. Однако он задал вопрос, почему нам постоянно блокируют доступ к этой информации. Представители Пентагона США отказались комментировать журналистам содержание видео, также место и время его съемки. Слушания по теме НЛО или, согласно терминологии НАСА, неопознанных аномальных явлений проводятся в Конгрессе США уже несколько лет. В 2021 году спецслужбы США опубликовали отчет, согласно которому ряд инцидентов в атмосфере не удалось объяснить. При этом военных интересует не столько вопрос о существовании внеземной жизни, сколько возможные новые вооружения России и Китая. В 2022 году в Пентагоне было создано управление по объяснению аномальных явлений во всех сферах, не только в воздухе. Ничего себе, ракету выдерживает. Так это может быть что-то китайское, навряд ли российское, потому что,
Сомневаюсь, что Русня справится. Еще хорошая новость, друзья. Бундестаг лишил иммунитета депутата от крайне правой партии АДГ в отношении Максимилиана Кра из «Альтернативы для Германии». Ведется дело по подозрению во взяточничестве и отмывании денег, связанных с платежами из Китая. В германском парламенте провели внеплановое голосование о лишении его иммунитета для проведения обысков и изъятий по решению суда. Это не первый случай лишения депутата АДГ неприкосновенности. В 2024 году снятие иммунитета с Петра Быстрона позволило прокуратуре Мюнхена начать обыски по делу о предполагаемом получении взяток и отмывании денег с возможными связями с пророссийскими медиапорталом Voice of Europe, Голос Европы. В том же году иммунитет был снят с Ханнеса Гнаука, лидера молодежного крыла АДГ, чтобы начать дисциплинарное разбирательство. Оно было связано с его службой в Бундесвере и обвинениями в разжигании ненависти к иностранцам и беженцам. Да, кстати говоря, здесь там некоторые товарищи появляются, начинают вот эту АДГ работать. Посмотрим, что будет. Интересно, конечно, будет за всем этим наблюдать. Кстати говоря, знаете, есть по поводу атак, которые производят. Мне YouTube писал и говорил, что, знаете, когда, например, когда вы видите видео в YouTube, есть заставка, это называется превью. Превью это называется. И я, когда вот начинается стрим, перед началом стрима делаю превью, я могу картинку какую-то сделать, там могу какую-то фотографию свою, там Аяда Идигова, еще чего-то там поставить на главную вот эту картинку. И она там остается такой. Вот вы нажимаете видео включается, ну а до этого вы видите картинку. И после того, как стрим заканчивается, когда стрим проходит без атаки, да, DOS-атак, то я сразу могу эту картинку убрать. И вот мы там, я с Аядом или я один, когда делаю видео, я сразу себя ставлю и любую картинку, там 3 варианта предлагается, я одну из них выбираю, и вот становится вот эта картинка. Последний стрим с Аядом у меня был позавчера, если я не ошибаюсь. Сегодня у нас четверг, да, во вторник был. Вот со вторника я так и не смог там поменять превью. То есть просто не меняется картинка. На своем телефоне я не могу зайти на это видео и посмотреть это видео. Только если там мне ссылку кто-то пришлет, я по ссылке могу зайти и открыть. А со своего телефона прям зайти в видео, включить его, я просто не могу его включить. Понимаете? Вот такие вот аномальные события, вещи происходят у меня на канале. Добрый вечер, Иван, добрый. Путин нарушил договор о распространении ядерного оружия. И вот такая же ситуация у меня и со вчерашним моим стримом произошла. Вот сегодня вы видите, никому не показывают наш стрим. Сегодня 15 человек смотрят. То же самое было, когда мы на День независимости 6 сентября проводили совместную конференцию. То же самое было. То же самое. Вот такие вот дела, друзья. Ру, а что ты убираешь свои комментарии?
Выходит, ошибка Украины, они доверились Европе и Америке. Ну, не то чтобы доверились, ну, нужно, конечно, учитывать свои интересы, но у Украины, в принципе, выбора особого не было, правильно? На них напал враг, и им нужно было защищаться. И им помогли. Спасибо Байдену, спасибо Блинкину, которые очень много сделали. Очень много сделали. И самое главное, моральная поддержка, которая была, она дорогого стоит, понимаете? И не было никакой красной дорожки и так далее. Но век живи, век учись, как говорится. Баркал Ребель, Баркал Савель. Привет, Инг, привет. Имя тюркское, а фамилия персидская. Говорит. А с чего ты взял, что мое имя, ну, имя тюркское, согласен, а что моя фамилия персидская? С чего ты взял? Орца– это древнейшее чеченское имя. Орца– это значит возвышенность, гора небольшая, холм такой. С чего ты взял, что это персидское? Нет. Это исконно чеченское имя. Ну, даже если оно было персидским, и что? Много имен заимствовали друг у друга народы, живущие и не только по соседству. У нас есть, например, имя Герман. И что теперь делать? Нет, ну ты по-немецки читаешь Арзу. Моего прадеда звали Орца. Орца. Это так сложилось, да, когда депортировали фашнявые нас под видом депортации, геноцид устраивали, вместо О записали А. А так правильно это Орц. Орц. То, что может мечта, любое может быть. Вот имя мое основное, если вся фамилия от моего имени произошла бы. Ну что, теперь нам тюрками быть? Нет, просто имя понравилось. Кто-то дал мне это имя, кто-то решил так меня назвать. Илон Маск своего X назвал ребенка, там еще номер какой-то там прибабацал. Такие вот дела, делишки, да. Так, еще интересная новость. Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с РФ и Белоруссией. Сейм не исключает закрытие сухопутной границы. Вслед за Польшей Латвия закроет воздушное пространство у восточной границы с 18:00 11 сентября как минимум до 18 на министра обороны Андриса Спруца. По его словам, прямой угрозы для Латвии со стороны России сейчас нет, однако страна намерена принять превентивные меры в связи с вторжением дрона в воздушное пространство Польши. Одновременно в Сейме Латвии рассматривают возможность полного закрытия границы Латвии с Белоруссией и Россией на время проведения российско-белорусских учений, военных учений «Запад-2025». Накануне Польша сообщила о введении ограничений на воздушное движение вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря 2025 года.
Также была очень хорошая новость. Не знаю, кому верить, то одни говорят одно, другие говорят другое, что россиянам не будут давать визы, европейские визы не будут давать. Это просто супер новость, понимаете? Либо нужно взять под контроль, очень жесткий контроль, потому что это террор, который Россия проводит в отношении Европы и Запада. Он должен быть взят под контроль. Это очень опасно. Русня должна быть просто токсична. Ее нужно держать в ежовых рукавицах. И все, кто ей сочувствует, они потенциально представляют угрозу для Запада. И этих людей нужно брать на контроль. А их очень много. А, Сейчас я вижу, что очень много работы проводится, в том числе и в отношении меня начали, видимо, после того, как меня внесли в список террористов, что-то немцы, видимо, почувствовали, и ко мне тоже теперь полиция и спецслужбы начали проявлять внимание. Сразу не буду рассказывать, мне нельзя всего говорить, но изменилась ситуация. Меня буквально неделю назад внесли в список террористов и экстремистов. Правда, средства массовой информации меня не упоминают нигде, потому что, видимо, не подхожу, может, профилем не вышел, может, фамилией не вышел. Но вижу, что сегодня поменялась ситуация очень сильно в отношении, в том числе и меня. Поэтому, в принципе, такой необходимости я не вижу, но приятно. Мелочь, а приятно, как говорится. Алейк салам, Ивана. Поэтому работа ведется. Здесь огромное количество агентуры. Сегодня мы очень много общались на эту тему, на агентурскую тему. Ее очень много здесь. И, практически я был, Мы со страхом смотрели несколько я минут был назад. приятно удивлен, что они очень осведомленные оказались. Давайте я вам дам послушать Джохара Дудаева. Давайте я вам дам Джохара Дудаева. Чем мы со страхом смотрели несколько лет еще назад над геноцидом и насилием 30-х годов режима Сталинщины, теперь остались как воспоминания о цветочках, и ужасы, которые мы творим и видим сегодня, захлестнули и перешагнули все грани человеческого разума. И нам с вами, участникам этих трагических событий, быть в ответе за будущее, где будущее поколение спросит именно с нас. И кто оказался на каком пути и что сделал сегодня, это уже история. Ни одного человека нынешнего поколения, особенно нашего возраста и нашего избранного пути, не останется неоцененным нашими потомками. Обещаем тебе, Джохар, обещаем. Никогда не свернуть с этого пути и никогда не устать от этого пути и нашим потомкам передать, да, Аллах, это дело, будущим поколениям передать это дело, также верно защищая и храня его, это дело. Вот такие вот интересные события, да, разворачиваются в мире. Так, что у нас там по комментариям сегодня?
Кстати говоря, в начале, когда убили стреляли в Чарли Кирка, было сказано, что задержан мужчина там и так далее, а сейчас вот ФБР говорит: просим помощи населению в установлении личности подозреваемого в связи со смертельным исходом в Чарли Кирка в университете Юта. Любой, у кого есть информация, должен позвонить там и так далее, или отправить совет по цифровым медиа и так далее. И вот показывают человека. Это мужчина, плохо лицо его видно, в очках, в кепке. Ну, может быть, лет 35-40, худощавый, небольшого, по-моему, роста, так если посмотреть. Такс. Я не могу одного понять, почему вот Россия помогает 7 октября атаковать в 23 году Израиль. Вот эти все товарищи из Хамас, там, из исламского джихада, все они фактически миньоны Ирана и России. И Израиль не ругает Россию. Вот я этого не могу понять. Почему это так? 7 октября, на день рождения Путина, происходит эта атака, демонстративный геноцид происходит людей. И Россию обходят стороной. Почему это так? Очень трудно понять. Отдельные люди кто-то говорит, но чтобы говорить конкретно, не говорят. Очень, я не могу это просто понять. Может, дело... В чем дело, скажите мне, в чем это может быть дело? Знаете, здесь вопрос такой, чем вам запомнилось 11 сентября? А мне 11 сентября запомнилось тем, это было в Москве, я видел эти удары в прямом эфире, как самолеты попадают. Мне запомнилось, что все москвичи были этому рады. Просто
Всем это нравилось, все об этом просто восхищались. Как круто провели эту операцию, как они это сделали. Вот что я видел. Представьте себе. Даже интересно, да. Ребел, вот этого Рамзанчика тоже удали отсюда. Эти тролли, которые сюда заходят, бесполезные. Или кто у вас тут? Вот этого. Куда тебя добавить? ЧВК «Вагнер», позывной немецкий писатель. Тебя добавить, что ли? И что ты мне хочешь сказать? Чем бы ты хотел поделиться, террорист, фашист? Чем бы ты хотел со мной поделиться? Ну, или пособник ты, наверное. Ну, о чем с тобой говорить? Ты фашист, ты террорист. Я с террористами не разговариваю. Понимаешь? О чем с тобой говорить? Или пособник ты террористов, фашистов, ЧВК «Вагнер». Ну, за это общаемся. Ну, за что с тобой общаться? Я просто не вижу смысла с тобой общаться. Иди в ФСБ, позвони в службу доверия, с ними пообщайся. Что со мной общаться? Да, с агрессией ты или нет, какая мне разница? Ты же все равно будешь отстаивать фашистские свои эти взгляды. Ассаламу алейкум. Это ясно. Биба и Путин, друзья, два брата-акробата. Валейк салам, Иса. Не знаю, очень странно. Тогда получается, если это так, некоторые евреи говорят, что это так, что то получается 7 октября это была провокация, то в таком случае это просто выходит за все рамки просто. Это тот же взрывы домов в 99 году получается. Ну, давайте сейчас послушаем этого вагнеровца. Давай. Ну, не то, что он вагнеровец, у него просто такой ник здесь такой. Ассаламу алейкум. Так, приветствую тебя. Приветствую. Вы видели, да, недавно по новостям, то, что Израиль нанес удар по базе Катара, где были генералы Палестины. Слушай, а ты кто по национальности? Я турок, немец. У меня отец турок, мать немка. Ты в Германии живешь? Нет, я в России. Я недавно переехал сюда, я сам с СНГ страны. Не буду называть какой. Вот я тут нахожусь, в России. Окей. Я не скрываюсь, где именно я могу сказать свой точный адрес. Я Не нужен мне твой адрес. Мне не нужен твой адрес. Просто вот ты Я не про Украину, не про Чечню, я хотел... А мне не интересно то, что ты хочешь говорить. Ты же хотел о чем-то поговорить, а давай говорить то, что мне интересно. Правильно? Ну, давай, без проблем. Вот, давай поговорим. За что ты поддерживаешь людей, которые убивают людей кувалдой, разбивая им голову? Нет, смотрите, вы имеете в виду, где разбивают скотчем заклеенным голову вот это пацану, ну, точнее старику тому, да? Да, Евгению Нужину. Да, вот этот бывший заключенный, который подписал контракт за ЧВК «Вагнер» из зоны. Вот я хочу вам оправдать это, как бы вам сказать, вот этот удар был нанесен не русскими войсками, я имею в виду не русскими бойцами, а был нанесен кувалдой удар украинскими ребятами, потому что, ну, чтобы спровоцировать то, что частная военная компания «Вагнер» такая-то, такая плохая, террористы, вот это сюда. Okay. Ага. Ну, во-первых, это обман. Ты сейчас неправду говоришь. Ну, давай тогда вернемся в Сирию. А там личности были, лица были установлены. Когда человека, который пытался дезертировать из сирийской асадовской армии, они его поймали, отрубили, сперва кувалдой его забивали, потом отрезали ему руки, ноги, подвесили его, голову отрезали, а потом подожгли. И потом на этом фоне фотографировали, снимали видео. Это разве был Ашара Басара вот этого
Да, да, это был человек, и вот этот да, военный, который пытался дезертировать, его поймали и казнили. Но кроме этого же, Вагнер Я честно известные скажу, террористы. честно от сердца я скажу, я не знаю за именно вот эту тему, которую вот сейчас ты сказал. А ты воевал? Ты Я воевал? когда сюда приехал из своей страны, своей родины, я поехал, подписал контракт на 6 месяцев. И ты пошел в Украину. А за что ты? Я там недолго был. Ну, не важно, не важно. За что ты украинцев так не любишь? Что они тебе сделали? Нет, я поехал за свою страну. Вот меня приютила Россия. Я тут... Не, можно я расскажу, я же вас не перебиваю. Хорошо. Я сюда приехал, я получил гражданство, хлеб кушал, деньги получил, какие надо. И потом что? Живу тут хорошо, я ни на что не жалуюсь, у меня люди все позитивные, все нормально. Почему я должен ненавидеть эту страну? Я приехал, меня приютили, я все, мне этого как тебя достаточно. зовут? Скажи, пожалуйста. Меня Селим зовут, вас как? Селим. Меня Аслан зовут, Селим. Приятно познакомиться. Не могу сказать взаимно, но, Селим, скажи мне одну вещь. Ты за деньги пошел убивать украинцев. Нет, ты бандит, вооруженный боевик, ты получается. Но как тебе, ты же тебе деньги заплатили? Нет. Ну за что? За я что? сказал, не, вы не так меня поняли. Я говорю, я тут работал, я получал деньги, мне давали русские рубли, я жил на эти деньги. Я про это говорю, а не про то, что... Ну, а за что ты пошел в чужую страну убивать других людей, которые тебе ничего не сделали? Причем за страну сатанистов ты пошел, самую грязную сатанистскую фашистскую империю ты пошел воевать. Почему? Нет, смотри, почему я пошел, я вам отвечу на этот вопрос. Почему у вас с 2014 года... Не, вы только меня не перебивайте, я договорю, потом вы... скажете. Я слушаю. Вот смотри, с 2014 года сколько детей погибло? Украинцы, которые убивали русских детей, которые жили на Донбассе. Сколько человек? И сколько бойцов они пытали наших? Азов, потом Донбасс, Крым. Подожди, эти подразделения, которые... Ты же недавно приехал, как это ваших? Нет, я говорю ваших, украинцев. Нет, ты говоришь, бойцов наших пытали, Азов, детей убивали наших. Это же, ты же вообще с другой страны приехал, ты не россиянин. Я сюда приехал, но я смотрю на ситуацию, как я не могу поехать за свою страну, умереть я готов за эту страну. Я душой привык тут, мне понравилось, мне все дали, что я хотел. Давно ты в России? Приблизительно 2 года. 2 года назад. И ты душой уже готов был умереть за то, что 10-11 лет в 2014 году там какие-то азовцы, каких-то там фейковых, обман это, полный обман. Но брат, смотри, 2 года назад ты только приехал. Подожди, Селим, я уважение много имею. Я вас не перебиваю, я в общем, хочу сказать. Я логику твою хочу понять. Я же не могу слушать вещи, которые ты логически не соответствуют тому, что ты говоришь и делаешь. Я могу вам скинуть любые кадры, что делали азовцы и донбассовцы, Донбасс, вот это подразделение Донбасс и Крым. У меня есть куча, и вот правый сектор, как вы можете сказать, правый сектор, флаг Бандеры, который, знаете, флаг Бандеры, красный-черный. Конечно, знаю, конечно. Ну я не понимаю твоей просто связи. Ты живешь где-то там. 2 года назад ты приезжаешь в Россию. Ты вспоминаешь за тех, кого там кто-то убил или не убил. Оставим это. И ты идешь воевать, подписываешь контракт, идешь в чужую страну воевать против людей, которые хотят жить на своей стране. Какое тебе Донбасс дело? Я просто твоей логики не могу понять. Чем тебе близки русские имперцы, фашисты, и не близки люди, которые хотят жить свободно, украинцы. И там тоже есть русские. Я к обычным жителям против ничего не имею. Я приехал туда воевать именно с Азов, с 3-й штурмовой и с другими национальными бригадами вот этими. А что они тебе сделали? Ну, понимаете, вы видели, как на нашего бойца, я не помню, с какой именно бригады, они повесили на кресту и распяли его огнем. Представляете, огнем. Завязали ему знаешь, руки. Смотри, Селим, дай я тебе одну скажу. Я немножко старше тебя, поэтому... Конечно. Дай, пожалуйста, я скажу. Смотри, есть такой гражданин Украины Александр Невзоров.
Недавно Это кто? Александр, это русский фашист-пропагандист, которому такие же фашисты в Украине дали гражданство. Но этот человек как раз снимал фильм, наверное, ты вообще был тогда ребенком, и, может, тебя вообще не было. Это был где-то 90, может, 5-й год или 96-й год, 4-й Да, год. меня еще и по ним. Да, ну, ты молодой. Не было. Первая русско-чеченская эта война была. Вот там он показывал фильм, как танкиста вытащили. Это по тебе эту программу, видимо, пропаганду вложили по лекалам вот этого Невзорова. И вот этот Невзоров снял фильм, что танкист, там чеченец против него, и этот русский танкист, они там, у него диалог состоялся, они там поговорили, ну, вроде правильные вещи, говорит, чеченец, я за свою землю сражаюсь, а ты зачем пришел, ты ничего не стоишь, ты для своей власти не нужен и так далее. Тоже правда. Ну, все же об этом знают. И вот таким вот образом Невзоров показывал, что даже вот эта расчеловеченная, вот эта фашистская логика, вот эта их философия фашистская, российская, она даже им родная и свойственна, близкая. И они достают этого танкиста, чеченцы, то есть это Нагиев снимается в роли чеченца, достают этого танкиста, прибивают его к кресту, поднимают его и тоже там что-то, или расстреляли его, или еще что-то делают. Поэтому эти сказки про распятого русского мальчика, прибитого к доске, это ты сейчас, наверное, рассказываешь про какого-то там, это мальчик в красных трусиках был. В 2014-2015 году это фейк был. Стоп, подожди. Не называй меня брат. Я тебе не брат. Ты абсолютно заблудший человек. Ты абсолютно. И смотри, да, я закончу. И вот смотри, они рассказывали, что это самое начало было, когда 14-15 год, я это очень хорошо помню, наблюдал за этим процессом. Они рассказывали, там женщина была, она видела, свидетель была, она видела, как на доску объявления мальчика в трусиках привели, там 11-12 лет, прибили его, и как Иисуса распяли там, и так далее, и так далее. Это все оказалось фейком. Эта женщина, которая говорила про этого распятого мальчика, она оказалась профессиональная вот этой пропагандистка, ее в одном кадре показывали, потом в других случаях использовали и так далее. То же самое они делали против нас. Украинцам это было тогда в новинку. Мне, как старому человеку, который уже это все видел своими глазами и видел фильм Невзорова «Чистилище», я знал, что это такое. Я смеялся над этим. Не из-за того, что мне это приятно, я знал, к чему это идет, а потому что я видел эту ложь, я знал эту ложь. И ты сейчас мне все это повторяешь. Ты, иностранный гражданин, приезжаешь из другой страны 2 года назад в Россию, вспоминаешь про каких-то пропаганду, про каких-то разбитых, убитых там русских, которые там украинцы убивали, там еще что-то делали, якобы. За все это время, давай я сейчас спрошу у искусственного интеллекта, подожди, только не уходи никуда. Нет, конечно, я никуда не собираюсь уходить, я же с вами говорил, это неуважение будет с моей стороны, если я вас не дослушаю. Вы же меня слушали. Сейчас я задал вопрос искусственному интеллекту. Сколько с 2014 года до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Донбассе, Донецкой, Луганской области и Крыму погибло, сколько людей я написал. Вот смотри, опираясь на данные из надежных источников, таких как ООН, куда ходит твоя Россия, Википедия на основании отчета ООН и других, Международный кризисный центр, Кризис Групп и другие. Донбасс 2014 года по 2022 год. Общее число погибших 14 тысяч, включая военных и гражданских. Из них гражданских около 3400 человек, включая 298 человек от сбитого рейса MH17 в 2014 году. Без них примерно 3100 человек. За 10 лет, за 8 лет 3000.
около 10 тысяч, 11 тысяч, примерно 4400 украинских военных и 6,5 тысяч вот этих вооруженных банд, которые пришли из России и которые состояли из российских. Большинство смертей произошло в 2014-2015 году, более 10 тысяч. После Минских соглашений в 2014-2015 годах интенсивность снизилась. И в 2019 и 2021 годах погибло менее 100 гражданских в год. Примерно 25 в 2021 году. То есть в авариях, от алкогольной там пьянки и больше людей погибает. Большинство смертей произошло в 2014-2015 году, еще раз, более 10 тысяч. После Минских соглашений вот все остальные погибли. Представь, 100 человек, вообще 25 человек в год погибало. Это был конфликт, русские пришли в Крым, потом пришли на Донецк, Луганск, боестолкновения, украинцы и мирные обстрелы были, причем русские обстреливали. Здесь же учитывает вот этот искусственный интеллект избитый Боинг, около 300 человек, когда ваши коллеги ваши убили людей и так далее. Вот смотри, в Крыму, точно я тебе данные говорю, в Крыму во время аннексии в феврале-марте 2014 года 6 погибших, 3 протестующих, 2 пророссийских и 1 проукраинский, 2 украинских военных, 1 российский казак, парамилитарист. После аннексии 2014-2022 года значительных боевых действий не было, но зафиксированы единичные инциденты. 2 российских военнослужащих в августе 2016 году погибли, 10 случаев насильственных исчезновений в 2014-2016 годах. Итог. По Донбассу и Крыму примерно 14 200, 14 400, плюс 6,20 в Крыму, итого 14 200 человек, 14 420 вот погибло. И первые 10 тысяч погибли за первый год, полгода вот этих боевых столкновений, пока не были заключены Минские соглашения и перемирие, то есть когда шла война. Большинство в Донбассе, где конфликт был активным, в Крыму аннексия была относительно бескровная, но привела к долгосрочным последствиям. Эти данные основаны на отчетах ООН, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот смотри, ты приезжаешь воевать за Россию, которая ведет имперскую войну по захвату соседнего государства, опираясь на пропаганду, которую тебе рассказывают, по какого-то распятого, как Христа, этого мальчика рассказывают. Потом других историй я не слышал. Я вас дослушаю, потом скажу, хорошо? Да. Вот и в общем, вот в этой ситуации ты приезжаешь и воюешь против людей, которые просто не хотят быть под Российской империей. Вот я твоей логики никак не могу понять. Ты обманут, ты за деньги, или просто тебе нравится воевать. Есть такие ребята, которым нравится адреналин просто, получать кайф от этого. Может, и из этих ребят. Да, все, я закончил. Спасибо. Я не про вот этого мальчика имею в виду в красных трусиках, это не про его, а вот недавно это было, когда вот только с начала полномасштабной операции распяли нашего бойца, не знаю, из какой именно бригады, именно Азов, по-моему, сейчас точно не скажу. Знаете, остров Змеиный? Конечно. Вот, по-моему, там его и распяли, когда в плен взяли. Вот так его там на кресту завязали, завязали и сожгли его. Можете посмотреть, если... Я не видел этого, может быть, это фейк очередной. Нет, это правда было. На самом деле азовцы сожгли этого мальчика. Я не знаю, сколько ему лет, но я, в общем говорю, парня вот этого сожгли. И потом, вы говорите, с 2014 года вот это все, заварушка началась. Порошенко на то время был, да, в 2014 году, если не ошибаюсь? Да, по-моему, первый Порошенко был сразу после Януковича. После Януковича. Да. Вот, смотрите, Порошенко вот это все начал создавать бандформирование, вот эти бандеры, вот эти, ну, вы знаете, да, вот эти подразделения нацистские, которые... Да я не знаю, что ты говоришь. Я знаю, что Вагнер — это нацисты, это фашисты, террористы.
А больше я в Украине ни нацистов, ни фашистов я не знаю. Может, там и Ну есть. вот я скажу, вот именно нацисты, вот эти все Ну, кого ты называешь бандформирования, нацистами? Подожди, извини, ну, пожалуйста, Селим. Кого ты называешь нацистами? вот я и называю батальон Нет, не Донбасс, батальон. Крым. У них какая-то идеология. Тебе русские сказали, тебе пропаганда сказала. Вот Нет, они это нацисты. было, В это все чем на их самом... нацизм? В чем он выражается? В том, что они свою родину защищают, вот от таких, как ты, залетных... А какую родину вы мне скажите, пожалуйста, если Украину, они... Украину, Республика Украина, государство Они... такое. Не перебивайте, мы же Не с вами перебивай, ты меня адекватно. спросил, я тебе ответил. Какую родину? Украину, свою страну, украинское Смотрите, государство. Порошенко создал вот эти все батальоны Порошенко нацистские. избранный президент, Селим. Я тебя не перебиваю, просто Порошенко создал. Он избранный президент, верховный главнокомандующий. Вот и все. Нет, да, он главнокомандующий, да, я не спорю, он президентом был, да, но какой его 100 пудов у него есть родословный, которые воевали во Второй мировой войне, где погибали и украинцы, белорусы, и русские против фашистской и нацистской власти, это и итальянских вот этих всех и немецких. Он создал вот это все наподобие, которое, вы знаете, да, за Бандеру, вы читали его биографию? Подожди. Ты хочешь теперь во всем мире всех националистов, нацистов победить ты пришел в Украину, правильно? Именно за этим я пришел. Вот ты не приемлешь фашизм, нацизм и так далее. Я против этого всего. Но ты не приемлешь это ни в какой форме. Ни в какой форме. Ну смотри, я тебе скажу, я был в Украине и долгое время жил еще в Москве. Я не встретил за все это время, я кавказец, чеченец, я не встретил от украинцев к себе какого-то неадекватного отношения. Ты там чурка, черномазый, еще чего-то и так далее. Я прожил в Москве долгое время, там лет 20 я там прожил. Да. И за это время я тебе скажу, что я не мог просто снять квартиру. У меня прописка московская была, у меня высшее образование, я работал, у меня хороший относительно русский язык. При всем при этом, когда видели мою внешность, или я говорил по телефону и сразу чувствовался мой акцент, мне отказывали. А в объявлениях писали: не Кавказ, сдаем квартиры, не Кавказ, только не Кавказ, только не Азия, только славянам, только русским. Можно с животными, с собачками, с кошками. Подожди, пожалуйста, Сель. Можно с собачками, с кошками, но только не Кавказ. Вот так говорю, с собачками можно, а кавказцам сдавать нельзя. Понимаешь? Не, знаете, почему ты такое отношение? Ты, по-моему, ошибся адресом, воюя против нацистов, ты, по-моему, за нацистов. Нет, я вас перебью, да, вот это уже не нацизм считайте, а национализм. Да. Да, я помню. Национализм – это любовь к своей родине, любовь к своему этносу и так далее. А нацизм – это принижение других народов и других. У них, кстати говоря, обрати внимание, у них президент еврей. Как ты считаешь, если бы эта нация была бы нацистской, они избрали бы себе? А ты представь, что ты проживаешь в Москве, и тебе каждый день говорят: ты чурка. Нет, смотрите. В смысле, нет. Зачем ты мне говоришь? Я вырос среди вот этой всей системы, я знаю лучше тебя. Я понял, извините, я вот расскажу. Давай. Знаете, почему вот такое отношение к нерусским? Знаю, конечно знаю. А что вы это не говорите? Вы же прекрасно понимаете, почему вот такое притеснение к нерусским, которые себя, как они ведут. Вы знаете это прекрасно. Как они тебя ведут? А ну-ка, вот если вот я в Чечню приеду, например, в Ичкерию, да, вот, например, в 94-й год, я подойду к какой-нибудь девушке, чеченке, например, и скажу что-то такое, то, что, ну, например, даже позвать ее замуж меня лишат головы, это я прекрасно знаю. А они подходят к любым русским девушкам и могут, что хотите сказать, и даже предложить на интим в постель затащить. И потом, во-вторых... Ты, по-моему, русский, Селим, ты никакой не турок. Нет, я не смотри, Селим, смотри, ты путаешь квадратное с горячим вообще. Ты вообще переводишь куда-то не туда. Причем здесь Чечня. Есть многонациональная большая Москва. Там проживают люди.
Я никому не домогаюсь. Я тебе честно признаюсь, хоть это и неприлично чеченцу говорить, я никого не домогался и никого не насиловал там, если честно. Никогда не нарушал порядок, даже если там где-то себя плохо вел в пределах разумного. Я огромное количество алкашей видел. Я видел, как пьяные валяются, как там в подъездах мочатся и все остальное. Россияне, москвичи. Но я этого не делал. И я не видел вот то, что ты говоришь. Кто-то, может быть, с деревни, с аула, куда приедет, увидит слишком раздето одетую или слишком вызывающе одетую, и он думает, что она ему легко доступная. И поверь мне, она 2-3 слова скажет, пошлет его на 3 буквы, и у него вся охота отпадает. Это тоже я видел. Нету того, что ты сейчас говоришь, ты выдумываешь. Русские убивают подожди, русские убивают русских, женщин в том числе, расчленяют их, едят их. Вот недавно, например, с СВО, там так называемого СВО, вернулся один чувак, который убил судью, отрезал ему часть тела, засунул в рот и разбил его там и так далее. Ты, наверное, эти кадры видел. Так вот, речь не о том, что кто-то там до кого-то домогается, кто-то плохо ведет. Речь о том, что я хочу, как человек с московской пропиской, снять квартиру. И я не совершал, это и есть нацизм, когда какой-то черный, африканец, там, кавказец, русский, белый совершает какие-то действия, и я все это проецирую на всю нацию. Так вот, я ничего этого не делал. Я не знаю, честно тебе, вот клянусь тебе, положа руку на сердце, я не знаю ни одного чеченца в Москве, который бы домогался до женщин, там, вел себя как-то неподобающий там, и так далее. Но когда я звоню снять квартиру, мне говорят: Кавказ, извините, мы не сдаем. Это и есть бытовой нацизм. Но бытовой нацизм – это полдела. Россия сама является фашистским государством. Вся идеология России не сегодня, а всю историю построена на фашизме, на возвеличивании русского народа и унижение всех остальных народов. Это прослеживается везде. Везде. Антисемитизм, чеченофобия и все остальное – это естественное состояние российского имперского общества. О чем ты мне хочешь рассказать, я не могу понять сильно. Вот смотрите, да, есть немножко вот такие провалы, да, я не спорю, есть такое, да, но люди обобщают, да, вот как бы вам сказать, какой-то из другой национальности приезжает, это большинство, вот из Таджикистана люди приезжают, поют «Какая Наташа», туда-сюда, вот, ну, вы поняли, да, о чем я? Да, и вот да, узбеки, вот другие национальности, притесняя русских у себя в странах, вы знаете, почему сейчас вот такое, да, притеснение к нерусским? Было вот, когда распад СССР был, да? Знаете, да? Да, знаю. Вот в Таджикистане, в Кыргызстане, в Узбекистане был геноцид русских. Вы не знаете, было геноцида русских, не надо, давай не будем ярлыками развешиваться. Притеснения какие-то, недовольства, может быть, были, это слышал я, но я не верю. Русская пропаганда, ну, допускаю, что могло такое быть. Но ты мне объясни мне только одно. Если, например, какой-то таджик где-то кого-то притеснил, то что, теперь всех таджиков в Москве притеснять нужно? Нет, я и говорю, вот я признаю, да, есть такое, есть. Я не говорю то, что этого нету, есть, да. Ну, как бы вам Тогда объяснить? почему ты не начал свою борьбу, священную борьбу против нацизма с Москвы, например? Почему ты в самое логово вот этих фашистов пришел, взял оружие и пошел к свободным людям на чужую землю, где 25 человек в год погибало от войны, 25 лет, 25 человек в год, то есть 2 человека в месяц было перестрелки, там, обстрелы, и так большая часть по вине русских, скорее всего. И ты пошел убивать вот украинцев. Вот я не могу твоей логики, честно, понять. Абсолютно непонятно. За что? Мы просто, понимаете, мы по обе стороны, мы никак не сможем друг другу сейчас найти общий лад. Я сейчас пытаюсь хоть как-то вывести. Я тоже пытаюсь тебя слушать, понять пытаюсь, и свои доводы привести. Конечно. Я знаю, что такое Россия. Смотри, я чеченец. Надо мной Россия, вот ты говоришь там над русскими там геноцид совершать. Я не верю, что там геноцид, ну какие-то, может, ущемления могли быть.
я знаю, что над моим народом совершен геноцид, в том числе над нашими русскими гражданами Чеченской Республики Ичкерия, которых в начале войны погибло, это Грозный, как только война началась, Грозный окружили, начали его утюжить со всех орудий. Большая часть, у нас там тогда 85% до еще вот, развала Советского Союза проживало 85% русских. Там 5% евреев, 5% армян, там, и где-то 5% чеченцев и ингушей там проживало. Приблизительно. В Грозном? В Грозном. Вообще все русские были. 450 тысяч населения было. Подавляющее 85% это русские. Ну, 95% русскоязычные, не чеченцы. Когда вот эти события начались перед войной, было понятно, что начинается. Некоторые попробовали уехать массово. Продавали квартиры там и так далее. То же самое, как в Украине было. Криминогенную обстановку по телевизору днем и ночью, чеченский след, чеченский бандит. Вот как ты сейчас рассказываешь вот эту пропаганду про украинских нацистов, вот про нас вот то же самое говорили чеченские бандиты, чеченский след, чеченский террор. И террор чуть попозже появилось словечко, но вот это все повторялось. И большая часть погибших в первые дни войны были наши русские. Потому что чеченцы хоть в деревне выехали, извините, пожалуйста, я на минуту сейчас отвлекнусь. Ну, ты, я смотрю, сидишь где-то у себя в отделе ФСБ. Звонок, у тебя городской телефон дома стоит. Ладно, короче говоря, друзья, ну как вам? Интересно наше общение с человеком, молодым человеком, который немножко запутался или является на работе просто. Человек пришел и начал нам вот как раз ту историю про Азов там рассказывать. Так, Джону интересно. Да, мне кажется, звонок у него был очень интересный. Вы лучшие правду кажете. Я это все на своей шкуре испытал, как говорится, Ивана. Я знаю, о чем он говорит. Я очень хорошо знаю вот эту всю пропаганду, вот эту всю ложь, которую они развивают. И я именно вот сижу здесь и рассказываю, не выдумываю что-то, а рассказываю опыт. И предупреждаю, и в том числе украинцев, и в первую очередь украинцев, что как это происходит. Понимаете? Какой фашизм, какой нацизм. Где видано, что нацисты избирают президента еврея, который не скрывает, что он еврей, открыто известный человек, да, это же не какая-нибудь темная лошадка была. Нету там никакого нацизма. Да, может, есть какие-то там антисемиты, может, есть, фашисты есть, но это в любом обществе это есть, в любом, и сумасшедшие есть, и больные есть. Это все везде, как говорится, присутствует. Но говорить о том, что в Украине какие-то нацисты, и это, кстати говоря, тот самый нарратив, который сейчас пытаются усиленно навязать. И именно об этом я вот последние свои стримы предупреждал украинцев. Сейчас украинских патриотов будут везде нацисты, фашисты, вот эту тему раскручивать. И это категорически нельзя допустить. И на это будут на антисемитизме заходить к этому, понимаете? Братья-славяне с России будут там рассказывать, какие, что вот нас, бедных славян, евреи используют. А вы обратите внимание, что еще в 1995 году Джохар Дудаев говорил, что под видом славянства они будут навязывать Украине вот это свое братство. Понимаете? А где эти братья-славяне? Уже 11-й год Украина кровью истекает. Где они там подняли революцию, борьбу, провели какие-то там движения на России? Нет этих братьев, понимаете? Есть КГБ, есть ФСБ, есть имперская вот эта идеология. И бабки есть, которые башляют. Вот и все. Ну, я думаю, наш... Все, я тут. Все, вернулся ты. Я уже хотел заканчивать. Вы эфир заканчиваете?
Ну, я тебя послушаю, что ты там. Я смотрю, у тебя домашний телефон, ну, как имеется в виду, городской, такой стационарный телефон. Ты, я смотрю, где-то у себя в кабинете сидишь, да? Да какая разница? Мент ты, что ли, или кто? Нет, нет. Мне просто интересно, у тебя звонок такой чисто, да, ментовской. Немножко выше. Ну, ФСБ, значит. Нет, нет. Ну, кто тогда? Приблизительно вы, приблизительно. Ну, ладно, ты тут ауру создаешь такой. Ты же молодой вроде бы, ты еще даже, тебе же рано еще. Хотя уже 2000-е уже не молодые, в принципе, даже 2000-е годы. Да, уже все немножко стареем потихонечку. Никто не вечен. Да, ну понятно все, короче. Ты, знаешь, наш человек служивый, ты служишь фашистской России. А как ты смотришь на то, Селим, как ты смотришь на то, что вот твоя страна, которую ты сейчас пошел убивать свободных людей только за то, что они не хотят быть под оккупацией вот у этой фашистской России, уничтожила более 25% граждан моей страны, в том числе наших граждан русской национальности и других национальностей, которые там проживали, в первую очередь их, потом и всех остальных, до 250, десятки тысяч русских она уничтожила, десятки тысяч в Первую русско-чеченскую войну. Как ты смотришь на то, что вот эта страна совершила над нами этот геноцид, убила нашего президента, бывшего советского генерала, у которого жена русская была. Совершенно верно. Жена русская была, он не был никаким фашистом, нацистом, судя по жене, да, можно понять, что человек не имел каких-то таких рамок, хотя это тоже не показатель. Но все же, это дополнение к тому, что он никакой не нацист, не фашист был. И посадила нам людей с 3 классами образования, которые садисты, фашисты и так далее. Как ты смотришь вот на то, что вот эта твоя страна совершила геноцид моего народа? Факт настоящий, не выдуманный, а самый настоящий геноцид. Честно, я вам скажу правду, я не знаю именно за Чечню. Тебе нельзя говорить, да, обсуждать это нельзя. Тебе нужно про Палестину поговорить, про Израиль какой плохой, что украинцы плохие. А вот над нами совершен геноцид. Вот меня эта тема волнует. Не, брат, я правда тебе скажу, за чеченскую кампанию я вообще никак не отношусь. Я вообще в эту даже тему не влазил. Я знаю то, что были 2 чеченские войны, но я не знаю, я еще не углублялся в эту тему. Ясно. Ну, значит, ты еще пока молодой. Я думаю, потом немножко повзрослеешь, поумнеешь и, может, поймешь. Ну, смотри, я тебе скажу, ты не борешься с нацизмом. Ты борешься за нацизм. Ты борешься за абсолютное беспримесное зло на этой земле. Чей бог – сатана, а их пророк – Ленин, который убивал их миллионами и гнобил, и оставил программу, чтобы убивать и гнобить. Это враги русских, враги всех, ну и враги русских в том числе. Вот ты на их стороне. Вот именно за Ленина, честно, я его презираю, я его не люблю. Он лежит на Красной площади до сих пор. И ты очень зря так говоришь. Если ты его не любишь... Я очень сильно любил Российскую империю. Вот у меня даже флаг есть Российской империи. Но если ты турок, немец, тебе какая разница от Российской империи? Что тебе? И немцы пострадали от империи этой, и турки пострадали. Ты каким боком, я не знаю. Вот ладно, тогда если немцы и ты без акцента говоришь, кстати говоря. Очень хороший русский у тебя. Я сомневаюсь, что ты... Менің түркменше білген, достан. Мен түркменше білген, арқын ол. Понял? Ну, я понял, что ты из Туркмении. А? Ты из Туркмении, ты сказал, да? Хакайкы, да, брат, именно. Ясно. Ну, туркмены хорошо говорят по-русски, это правда. Вот, да. Хорошо говорят. А вы хорошо разбираетесь в людях. Мне уже 50 лет, и я всю свою жизнь среди всех национальностей живу. Всех абсолютно. И меня вылечили по молодости, у меня тоже были, как у тебя, какие-то там резкие, какие-то максималистские взгляды. И меня жизнь и обстоятельства вылечили от этих болезней. Я надеюсь, ты тоже останешься живых, доживешь хотя бы до моих лет, и тоже вылечишься от этой глупости. Поэтому убирай вот этот свой значок,
не воюй ни за кого. Женись, рожай детей, развивайся и живи счастливо. Хорошо, спасибо. Спасибо. И вам того. Спасибо. Всего хорошего. Желаю вам всего хорошего, здоровья, любви, еще всего всякого, что вы хотели. Спасибо, Селим. И тебе тоже. Спасибо большое. Спасибо за хороший диалог. Поговорили хорошо. Спасибо. До свидания. Ассаламу алейкум. Так, давай, ты выключайся. Так, друзья, на этом я свой стрим закончу. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Адикюэль Машоль. До свидания, друзья. Ночи Амдинду Ичкерия. Йолшу Хираю. Адикюэль.